До выхода на пенсию житель Бишкека Арыбджан Эгимбердиев 10 лет проработал мастером столярного цеха на железной дороге. Свою пенсию сейчас он получает на карту через банк. Сегодня, согласно графику, день выплаты. Вот у меня пенсия приходит после 10 числа. Я как-то, вы знаете, пришел сюда, думаю, может быть. И оказалось, все, получил сегодня пенсию. Оказывается, сразу поступило, вот сегодня 10 число, и 10 получил сегодня пенсию. У меня была пенсия 6051 сом, получил 7950 сом. Получается 1900 сомов у меня надбавка получилась. 6000 сомов, но это все равно мало. Это средняя такая вот пенсия. А учитывая вот с этой инфляцией, все, что вот это вот сейчас происходит, это хорошая надбавка. Как рассказали в одном из банков, имеющим договор с социальным фондом Кыргызстана о выдаче пенсий и пособий, раньше, когда пенсии выдавались офлайн, пожилым людям в течение часа или двух приходилось ждать, пока будут заполнены все необходимые бумаги. Сейчас пенсия, согласно графику получений, поступает к ним на банковские карты моментально. До этого пенсии выдавались в офлайн, то есть пенсионеры пенсионеры ожидали своей пенсии в течение часа или двух. Сейчас вот именно с октября этого месяца этот процесс оптимизирован, и вот, то есть с утра каждый пенсионер уже может получать пенсии с карт. Социальный фонд Кыргызской республики нам предоставляет ведомости и графики финансирования. Это начинается с 8 числа, и каждое 10 число мы эти средства перечисляем на карты пенсионеров. Согласно распоряжению Кабинета министров, с сегодняшнего дня порядка 735 тысяч пенсионеров Кыргызстана начали получать пенсии в повышенном объеме. С 1 числа этого месяца были повышены размеры базовой и страховой частей пенсии. Если первая прежде составляла 1780 сомов, с начала этого месяца она была доведена до 3170 сомов. На эти цели с республиканского бюджета предусмотрены средства на 3 месяца 2022 года, октябрь, ноябрь, декабрь месяцы, в размере 3 миллиардов 83 миллионов сомов. Эти средства уже заложены в бюджет, поэтому будет выплачено своевременно. Что касается страховой части пенсии, то эти части пенсии повышены на 15%. В предыдущие годы данный размер составлял в районе 5%, 7-8%. В этом году изысканы средства и была возможность повысить на 15%, поэтому на эти цели с пенсионного фонда в бюджете предусмотрено порядка 1 341 миллион сомов. Как рассказали в соцфонде, более 80% пенсий уже профинансировано. Выдача будет производиться без задержек строго согласно графику. Если в банках весь процесс продлится до 15 числа, в почтовых отделениях выплаты будут производиться до 25 октября, что связано со спецификой доставки пенсий через почтовое отделение. Кроме того, как добавили в ведомстве, на начало года количество пенсионеров по стране было на более чем 20 тысяч человек меньше. Количество прекративших трудовой стаж граждан ежегодно растет, соответственно, повышается необходимая для пенсионных выплат сумма. Учитывая повышение размера пенсий, если раньше в месяц в среднем на выплаты было необходимо 4,5 миллиарда сомов, с октября эта сумма составила уже около 6 миллиардов сомов. Болот Исаев, Умар Малашев, Ала-То 24.